Народы Крыма представляют собой прекрасный букет. И для каждого народа необходимы равные права и условия, ибо нам идти рука об руку. Наманчили Бичиха. Крымские татары. Их история – это борьба и мудрость, уничтожение и возрождение. За последние 500 лет этот маленький народ не раз пытались стереть с лица земли. Но храня в себе память многовековой истории, когда этот маленький полуостров имел огромное стратегическое значение на территории всей Европы, этот народ, как феникс из пепла, возрождался вновь и вновь. Давайте попробуем разобраться, почему этот уникальный народ, живущий на берегу Черного моря, так отчаянно сражается за Крым. С вами Андрей Саминин. Это передача об истории крымских татар. Татары, крымские татары, крымчаки, караимы. Мы часто слышим эти этнонимы, когда речь заходит о Крыме. Однако мало кто из обывателей пытается вникнуть в их значение. Давайте попробуем ответить на вопрос, кто же такие крымские татары? Многие исследователи говорят, что этноним «крымские татары» достался населению Крыма от монголо-татар. Они утверждают, что крымские татары, вероятнее всего, потомки золотоордынцев, которые осели в Крыму. И это логично, учитывая тот факт, что в начале 13 века Золотая Орда вторглась на Крымский полуостров. Однако значит ли это на самом деле, что они и есть предки современных крымских татар? Давайте разберемся. Что же происходило в Крыму до того, как по нему прошли золотоордынцы? История говорит нам, что полуостров на тот момент населяли как тюркские племена, такие как потомки гуннов, хазар, печенегов и кыпчаков, так и не тюркские народы, такие как киммерийцы, скифы, тавры, греки, ну и многие другие. То есть к моменту вторжения в Крым монголо-татар в 1223 году на полуострове уже формировался коренной народ, а кочевники, которым так приглянулся полуостров, стали всего лишь одной из групп, которые впоследствии и сформировали один народ. Сейчас мы его называем крымские татары. Однако свою роль в названии народа, населявшего Крым, золотоордынцы все же сыграли. Это именно благодаря им появилась приставка «татары». Происхождение этого слова уходит корнями в древнетюркский язык. В нем есть похожее по звучанию слово «тат», которое имело сразу два значения – «чужой» или «прекрасный». А лексема «ар» обозначала «мужчина» или «человек». Таким образом, этноним «татар» мог обозначать два понятия – либо «чужаки», либо «прекрасные люди». В истории упоминаются племена, которые жили между Иртышом и современным Казахстаном. Они занимали господствующее положение среди монголоязычного населения вплоть до начала XIII века. Древние татары враждовали с монголами. Их вооруженные столкновения с переменным успехом для обоих сторон длились весь XII век. Наконец, в начале XIII века монгольский вождь Темучин, более известный нам как Чингисхан, все же разбил татарское войско и обошелся с ним довольно жестоко. Все мужчины-татары были убиты, а рост оставшихся в живых мальчишек не должен был превышать высоты тележной оси. После этого все кочевые племена, которые попадались на пути великого хана, все, кто не был монголами, но был завоеван или примкнул к ним, а таких народов и племен было очень и очень много, всех стали называть татарами. После падения Золотой Орды в середине 15 века термин «татары» становится самоназванием и переходит к ряду народов, которые не хотели расставаться с древним именем предков.
Так появляются абаканские, болгарские, буджукские, касимовские, вагульские, сибирские и другие татары. А хронисты того времени и вовсе не утруждали себя попытками разобраться в этих терминах. И все нерусское население Восточной России называли просто татарами. Но что интересно, крымские тюрки и их предки весьма долго татарами себя вообще не называли. Напротив, имела место совсем другая традиция. В степных районах еще до образования Крымского ханства часть населения называла себя нагаями, а часть кыпчаками. Жители предгорий, гор и южного побережья предпочитали именовать себя татами. В 15-16 веках в надежде на возрождение улуса Золотой Орды в Крыму термин «татары» вводится искусственно. Он буквально навязывается крымцам сверху. Но еще на протяжении долгого времени местное население категорически отказывается его принимать. Еще в конце 19 века этноним «татары» демонстративно игнорирует в своих произведениях великий крымский просветитель Исмаил Гаспринский. Он заменяет его более приемлемым термином «крымские тюрки» – «крым тюрклере». Но название «крымские татары» закрепилось в русском языке с тех времен, и после присоединения Крыма к Российской империи в конце XVIII века этноним «крымские татары» окончательно остался за народом, населявшим полуостров. Уже в конце 20 века, с началом Горбачевской перестройки, в среде крымско-татарской интеллигенции стал обсуждаться вопрос об отказе от этнонима «татары», который формировал миф о пришествии татар в Крым. Тогда многие выдающиеся деятели из числа коренного народа выступали за этноним «крымлы» или «крымцы», который свидетельствует о том, что они являются коренным народом на родной земле. Как мы видим, крымские татары – это целый букет разных этносов, культур и традиций, которые со временем объединились в один народ, но при этом сохранили общие черты, присущие их предкам. Именно поэтому среди крымских татар существует уникальная особенность. Они определяют темперамент друг друга, опираясь на регион, из которого происходит тот или иной род. Свой дальнейший путь они пройдут уже будучи одним народом, со своей культурой, фольклором и захватывающей историей.